решение остановить бой ввиду невозможности продолжения. У нас на этом ринге, да, сейчас выйдет следующая пара. Я говорю про ринг А. Весовая категория до 64 килограмм. Алексей Климцев, Ханты-Мансийский автономный округ. И против него Арарат Парсамян, Белгородская область. Ринг А. В красном ринге Алексей Климцев, Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Алексей Климцев на ваших телеэкранах, и мы ждем появления его соперника Арарата Парсамяна. Белгородская область, который будет представлять. Обоих спортсменов я уже видел не один раз на соревнованиях, то есть они довольно опытные ребята, с детства боксируют не один год. Арарат Парсамян, он такой классический, скажем, боксер, который работает на контратаках. А вот Алексей Климцев, он такой нестандартной техникой обладает. Он очень подвижный, хорошо защищается корпусом. Такой нестандартный боксер. Я думаю, нас ждет очень интересное противостояние. Плюс ко всему у нас Арарат, он боксер левша. С хорошим ростом, да, с хорошей антропометрией. Арарат 94-го года рождения. Является мастером спорта. В этом году он одержал победу на чемпионате Центрального федерального округа, где, собственно, и получил путевку на этот чемпионат. Также я знаю, что он является призером первенства Европы среди юношей. То есть спортсмен он довольно опытный. Уже боксом занимается он больше 10 лет. Но сейчас вот мы посмотрим, что он сможет противопоставить Алексею Климцеву. Вот такой хороший удар по корпусу. Но это, как я еще раз повторюсь, да, основа, когда ты боксируешь с высоким боксером, обязательно приучать и начинать там свои атаки с живота. Алексей Климцев нас представляет Ханты-Мансийский автономный округ. Он у нас мастер спорта России, 1990 года рождения, а постарше будет, да, своего соперника. В этом году провел 11 поединков, в которых 10 одержал победу. В этом году он одержал победу в чемпионате Уральского федерального округа, который прошел в Челябинске. Продолжается раунд. Я, как уже говорил, когда поединки проходят на двух рингах, часто бывает так, что спортсмены путаются, да? Но вот здесь еще целая минута остается. Вот такой хороший удар с ударной руки наносит Алексей тут же по животу. Вот так. Команда брейк. Боксеры обязаны сделать шаг назад и тут же продолжит боксировать. Вот хороший удар снова. И по корпусу, да, приложился. Мы видим, что Алексей у нас работает в двух стойках, как я уже отмечал, он такой нестандартной техникой, да, обладает. Он очень подвижный, маленький, работает в двух стойках, постоянно раздергивает соперника, защищается очень хорошо. Ну и пока Арарат, так скажем, не смог подстроиться, не прочувствовал еще Алексея. Посмотрим, что будет во втором раунде и что ему порекомендует в углу. В красном углу ринга готовится к продолжению боя Алексей Климцев, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Сургут. Все, что делать, вот и делает свою работу, понял? Боксом занимается 17 лет. Мастер спорта Прекрасно, России. пробует туда.
Счет Единственное, военный перед ведет. тем, как засадить Является акцент, чемпионом сделай обман, Уральского понимаешь? То есть федерального передняя округа. рука, либо ты совершишь работу, либо Призер совершишь. Кубка Передний мира покажи нефтяных обман, стран понял? Нижневартовске. Качни просто, а потом уже делай Тренируется свое. под руководством Ну, в принципе, здесь очень Алексея грамотно и Головачева, спокойно ему Юрия Васильева. Первый тренер посоветовали Гасан Алиев. больше обманывать, да, соперника. То есть не бросаться сразу же с сильным Секунду ударом на назовем. соперника, а через наносить акцентированный удар через финт. Ну, финт — это обманное движение, то есть передней рукой, например, показать, Второй что раунд. ты планируешь нанести удар по животу, и с ударной руки нанести удар по голове. То же самое можно сделать и наоборот. Показать удар по голове и нанести сильный удар, акцентированный по животу. Его просят боксировать также в своей манере, то есть ничего не меняя, то есть выполняет первоначальную установку, да, которая еще была, наверное, дана до боя. Но, в принципе, пока, мне кажется, Алексей с этим справляется, да, чуть лучше, чем его соперник из Белгородской области, Парсамян Арарат. Да, действительно, Алексей как-то выглядит. Он, во-первых, выглядит посвежее, да? Да, И, во-вторых, вот я еще раз говорю, что маленький соперник, казалось бы, он должен идти вперед, постоянно атаковать и все остальное. Но здесь мы видим, что он очень часто вытягивает на себя Арарата, то есть и заставляет его идти на себя. Чем и пользуется, да, там, то есть на каких-то контратаках и встречных ударах его подлавливает. Вот здесь, где он бросил сильный удар без всяких финтов. Давайте посмотрим еще, что у него может получиться. И вот сейчас он, мне кажется, готовит как раз таки этот финт по животу. Тут же переводит на голову. Вот, хорошо здорово. попал навстречу, да. Вот так проваливает. Видно, он такой поймал, такой кураж. Когда нам его показали в углу, видно, он на улыбке. Там нет никакой усталости на лице там или угрюмости, да, то есть он так боксирует в свое удовольствие, можно сказать. Получает удовольствие от происходящего в ринге. Вот хорошо встречает. Давайте посмотрим еще. 40 секунд остается. Я слышу из угла Алексею кричат, что бросаться не нужно, потому что можно и пропустить. Вес не маленький, это уже 64 килограмма. Вот стоит быть повнимательней. Еще 25 секунд. Да, вот снова это нас всех запутал звук с соседнего ринга. Ну что ж, как концовку проведут боксеры. Раунд окончен. Мне кажется, Алексей чуть убедительный был, чем Арарат Парсамян. Давайте послушаем, что посоветует ему секундант. Двоечки, Леша, двоечки. Что с левши, что с правши, но обязательно по этажам. Первый корпус начал, второй голову. Либо наоборот, голова, корпус, понимаешь? Ринг А в синем углу ринга. Ничего нового, да? То есть все очень стандартно, но все очень эффективно. Показал в голову, ударил в корпус, и показал в корпус, ударил по голове. Является чемпионом Центрального федерального округа 2018 года. Ну, то есть, да, ничего Не нужно менять. ничего Да. придумывать, ничего не нужно менять, все неплохо. Единственное, просят его не бросаться на соперника, то есть не лететь на него. То есть быть чуть повнимательнее и поаккуратнее. Третий раунд. Третий раунд. Ну, бросаться, да, действительно, занятие рисковое. Но боксеру, представляющему Белгородскую область, Арарату Парсамяну, ничего не остается, как идти вперед, наверное, ломать
ломать исход боя, то есть попытаться выиграть этот раунд так убедительно, чтобы судьи отдали победу ему. Конечно, это сделать очень и очень сложно. Алексей поменял стойку. Вот, подловил очень хорошо после шага в сторону. Ну, прекрасно чувствует движение своего соперника. Но видно, Алексей боксирует на кураже. Продолжает идти вперед. Вот такие. Выбрасывает двухударные серии левой-правой, правой-левой. Готовит и выбрасывает сильный удар. Но Алексей, по-моему, это прекрасно чувствует и ловит момент до того, как еще Арарат нанес удар, уже делает такой небольшой, оттягивается чуть назад. Снова висит на нем. Вот, отлично получилось у него. Показывает правой и бьет с левой руки. Удар в живот. И здесь мы, наверное, увидим перевод живот-голова. Вот так. Да, то, о чем говорили, да, в углу Алексея. Полминуты. Ну, Алексей доводит встречу до победного конца. 19 секунд еще. Вот, отлично Здорово. он встречает. Как бы уверенно ведет, сам это понимает. Вот здесь он, по-моему, несколько раз зря бросился. И давайте мы переключимся на другой ринг. Там Айтал Дьяконов, оказывается, будет Максим. Давайте посмотрим. Ну что ж, сейчас будет оглашение решения судей. Алексей Климцев и Арарат Парсамян. Ринг А. В этом бою победу одержал боксер красного угла Алексей Климцев. Ну, все, да, действительно было ясно. Алексей Всё по Климцев, делу. да, представитель Ханты-Мансийского автономного округа, побеждает в этом поединке своего соперника из Белгородской области и выходит в следующую стадию турнира. Сейчас мы смотрим видеоповторы ярких моментов третьего раунда этого поединка. И сейчас, как я понимаю, мы... На ринг выходит представитель Республики Саха-Якутия Алквиат Иванов. На ринге А выходит Алквиат Иванов против Хабриева Магомеда из Башкортостана. Алквиат Иванов — это воспитанник училища Олимпийского резерва. Да, выйдет Айтал через, получается, но там еще бой не закончен, можно здесь один раунд посмотреть. Еще раз я напомню, что Алквиат Иванов — это представитель училища Олимпийского резерва. Родился и первые свои шаги в боксе начал Алквиат в городе Нюрба. В этом году он поменял весовую категорию. До этого он боксировал в весовой категории до 60 килограмм. И вот в этом году он решил ее поменять на 64.
Ну, Громко говорю. ну, соперник нашего Иванова, Магомед Хабриев, представитель Башкортостана. Спортсмен 95-го года рождения, является мастером спорта. Он у нас финалист чемпионата «Динамо» 2018 года, чемпион Министерства внутренних дел России 2017 года, многократный финалист чемпионата окружного 95-го года рождения. Алквиат Иванов у нас 96-го года рождения, да? В этом году он дошел до финала чемпионата республики. Также являлся призером всероссийских турниров. Кандидат в мастера спорта. Ну, сейчас вот чисто визуально выглядит он, так скажем, немного мощнее, чем его соперник. Посмотрим, как будет складываться бой. Алквиат, он такой у нас силовой боксер с хорошим плотным ударом. А вот соперник его, я вижу, он такой чуть быстрее Алквиада, то есть он немножко быстрее, немножко чувствительный, может боксировать с опущенными руками. И очень-очень хорошая быстрая передняя рука у него. Вот, с правой попадает. И здорово хорошая... правой достал Алквиат. Рассечение Магомеда. Да. Над бровью, если не ошибаюсь, там появилось Мне рассечение. кажется, сейчас будет, скорее всего, остановка боя, да? Ну, посмотрим. Очень-очень скоростной боксер. Соперник Алквиада. Первый раунд окончен. Ну и сейчас послушаем, что же посоветует Алквиаду. На ринг приглашается 11-я пара боксеров. 11-м боем Джамал Батруддинов, Санкт-Петербург, Айтал Киятанов, Республика Санкт-Петербург. Представляем боксеров. Давайте мы переключимся на следующий бой. Это весовая категория до 60 килограмм, где будет наш молодой перспективный боксер Айтал Дьяконов. Выступать Айтал двукратный участник первенств мира и участник первенства Европы. Также он являлся победителем первенства России среди юношей. Я думаю, на него тренерский штаб большие надежды возлагает. Айтал у нас техничный такой боксер, который работает вторым номером. Ну, сейчас мы и посмотрим. Он очень чувствительный. У него очень хорошая передняя рука. Думаю, у него установку на бой Айталу дали, чтобы он ни в коем случае не сближался со своим соперником. Работал на дистанции. Набирал очки своей передней рукой. И постоянно смещался. Его соперник сегодня Джамал Батруддинов, представитель города Санкт-Петербург, 91-го года рождения, мастер спорта, является чемпионом своего города. Так, ну пока я вижу, что Айтал у нас занял центр ринга. Немного пока не успевает встречать он. Вот здесь вот нужно включать переднюю руку. И тогда все будет отлично, я думаю, у него. По скорости он совсем не уступает своему сопернику. Отличное попадание с левой руки. И вот здесь Айтал у нас, к сожалению, пропускает. Но думаю, это не критично. Снова летит соперник.
Я думаю, что Айталу как раз-таки и нужно этим пользоваться. И думаю, для Айтала этот соперник как раз-таки и удобен в тактическом плане, чтобы он на него летел. И Айтал уже мог его встречать и закручивать. Ну, Как можно меньше находиться вот здесь вблизи вот этой борьбы, мне кажется, Айталу совсем не нужно. Да, то есть она очень много сил забирает. Вот мы видим, он висит на сопернике, Айтал. Ух. И нужно быть, конечно, повнимательнее, чтобы все знают вот эти удары с правой против левши, они очень хорошо проходят. Думаю, что Айталу нужно быть чуть собранней. ну и завершается, близится к завершению первый раунд. Хороший первый раунд и для Айтала, и для его соперника. Такой в целом очень ровненький получился. Несколько было разных попаданий. Сейчас концовку нужно забирать. Айталу раунд закончен. Ну, очень такой резвый, да, соперник у Айтала. Передерживаешь левую руку, передерживаешь. Вот Александр Самойлов, секундант, Ринг говорит, что Айтал передерживает левую руку, ударную руку, то есть он должен атаковать с ударной руки чаще. И личный тренер Ариан Монастырев просит, чтобы также он контролировал бой передней рукой и чаще подключал ударную руку. То есть, И по корпусу. да, чаще бил по корпусу, потому что Айтал у нас левша. И, конечно же, по корпусу он просто обязан бить. Второй раунд. Айтал очень подвижен, очень хорош на ногах. Но очень хорошо с дистанции пока у него получается. Пока все правильно. Не стоит подпускать Джамала. Да, видно, что Близко. парень с ударом. И нужно быть, конечно, повнимательней. Вот здесь хорошо попадает как раз-таки левой рукой. Вот тот удар правой долетает до головы. Вот вблизи все правильно. Да, сразу в клинч. Без рубки. Меньше минуты остается в втором раунде. Вот Тут еще левая дошла. доносит удар. Точность с ударной руки. Еще раз.
так хорошо передней рукой. Отлично проваливает. Мне кажется, Айтал прочувствовал соперника своего. Десять секунд до конца раунда. Раунд закончен. Секунданты довольны. Просят больше бить по печени. Ну и тут в углу Айтала считает, что его соперник устал больше, чем сам Айтал. Настраивает, да, отмечает, что это последний раунд. Последний раунд, и надо все оставшиеся силы направить на атакующие действия. Ну что ж, третий раунд. Ну что ж, третий заключительный раунд. Я думаю, что соперник Айтала понимает, что нужно, если и выигрывать, то нужно это делать более убедительно. И сейчас он будет больше и чаще атаковать. Ну а Айталу, я думаю, что остается это и нужно, чтобы он на него летел, чтобы встречать его. Но такая, так скажем, когда на тебя летит просто человек с сильными ударами, я думаю, для Айтала это будет как раз таки то, что ему и нужно. Легкая мишень. Ну посмотрим сейчас, как сложится у нас третий раунд. В этом эпизоде Айтал пропустил. Еще один удар, к сожалению. Но слишком открыто бы. Вот сейчас он поднял руки. Команда, блядь, шаг назад. Выполняй команду. Бокс. Что-то много, да, в последние секунды пропустил Айтал. Но сейчас мы посмотрим. Мне кажется, ему нужно чуть собраться, выключить эмоции, как бы более хладнокровно отбоксировать, не поддаваясь вот этим эмоциям, может быть, поддержки там зала, когда его гонят вперед. Ну и чуть-чуть пособраннее боксировать. Чуть пособраннее, быть внимательнее, вот, не лететь вот так вперед. Видно, что не просто складывается бой для Айтала. — 25 секунд до конца этого поединка. Есть еще время, чтобы записать парочку Результативных, так да, скажем, атак в свою пользу, да, то есть склонить чашу судейского решения в свою пользу. Еще один удар. Ну что ж, Непростой бой. Я смотрю, что секунданты соперника Айтала считают, что они отбоксировали довольно хорошо. Но посмотрим, какое решение примут судьи. Непростой бой. и решение судей.
Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер красного угла Джамал Батрутдинов. город Санкт-Петербург. Победу одержал представитель города Санкт-Петербург Батрутдинов Джамал. Такой очень ровный бой. Ну, я думаю, что многое Решилось именно в третьем Да. раунде. Возможно, несколько вот таких точных ударов он пропустил с ударной руки. Ну, вот как раз таки один из этих моментов, когда пропустил Айтал у нас. В целом бой прошел такой довольно ровной и плотной борьбе, в таком плотном бою. Ринг Б. 12-я пара боксеров. Это у нас 12-й бой. Судья следующая пара вышла на ринг. Судья всероссийской категории. Надирхан Загидов Сергей из Першин, Дагестана и город Геннадий Архангельск. Малинкин, Новосибирская область. Красный угол. Надирхан Загидов, Все Республика еще Дагестан. это состязание в весовой категории до Синий угол 60 Геннадий килограммов. Малинкин, Новосибирская область. У нас как вы поняли, Надирхан в красном углу ринга. И Геннадий, соответственно, занимает синий угол. Так, у нас какая-то вот пауза возникла. Подходит, проверяет перчатки. Все ли готов, готов ли спортсмен. Проверяет экипировку. Боксеров попросили слушать рефери, соблюдать правила. По команде стоп останавливаться и боксировать по команде бокс. Начинается первый раунд. Надирхан, кандидат в мастера спорта, 96-го года рождения. В этом году лучший его результат — это первое место в международном турнире имени Умаханова. Его соперник Геннадий Малинкин из Новосибирской области в синей форме, 99-го года рождения, также является кандидатом в мастера спорта. В этом году у него наивысшее достижение — это то, что он попал в число призеров Спартакиады молодежи России. Ну что ж, внимательно посмотрим за этим поединком. В такой нестандартной стойке боксирует спортсмен, представляющий Новосибирскую область, Малинкин Геннадий. Хорошая атака. Висит на сопернике, но вот частенько он нарывается на встречный удар. Как бы стоит ему быть повнимательней. Снова передняя рука. Обрезает углы, сталкивая соперника к канатам. Я думаю, Надирхан готовит, да, удар. Да, но вот все время Геннадий так на такой дистанции находится, когда соперник вот под угрозой пропустить сильный удар, и это такое создает напряжение. Они все время в зоне досягаемости ударов.
20 секунд до конца первого раунда. этого Первый поединка. раунд такой довольно плотный получился. Вот я смотрю, защитные действия у Геннадия такие нестандартные, как бы. 8 секунд. Ну, отличный плотный раунд. Заканчивается. Мне кажется, небольшое преимущество у спортсмена из синего угла есть за счет его активности. Я вот вижу, секундирует Надирхана за... Отдаешь бой, я тебе что будет, ты что делаешь? Куда ты назад пошел? Куда ты назад двигал? Ты стоишь. Сюда смотри, чтобы этот бой выиграть, зайти вперед, перебить его, я тебе говорю. Что ты на... Вот мы видим, дал попить водички один из давних конкурентов Георгия Балакшина, который боксировал здесь у нас на чемпионате России. Абдулхамидов Магомед. Он представлял сборную Азербайджана после того, как он закончил выступать за сборную России Азербайджана на Олимпийских играх в Лондоне. Но там, к сожалению, после объявления его победы в первом бою бой перевернули и отдали в другую сторону. Вот сейчас я смотрю, он снова вернулся в Россию и продолжает работать тренером. Ну что сказали Надирхану, что если ты хочешь выиграть этот бой, то тебе нужно идти вперед и перебивать соперника. Пока, к сожалению, Надирхан этого не делает и придерживается какой-то своей тактики, да, то есть более выжидательно. Ну, посмотрим, получится ли у него поменять рисунок боя. Ну, мы видим, что Малинкин продолжает действовать, да, в том же стиле. Постоянно держит своего соперника Вот в напряжении. такие боксеры, как Геннадий Малинкин, да, они такой, мне кажется, ярко выраженный темповик. То есть он не работает одиночными ударами, он постоянно идет вперед и там выбрасывает по 3-4 удара минимум, да, то есть вот смотрите, как много он бьет. Причем в эти удары, там, не сказать, что там они какие-то там супер акцентированные, да, но это большое количество ударов. И это создает определенные сложности для соперника. Вот я вижу, что Надир не может переломить рисунок боя, да, то есть Геннадий сталкивает его постоянно канатом, перебивает. То есть время там на какие-то тактические действия, какие-то замыслы у Надира практически не остается. Ну а Геннадий чувствует себя довольно комфортно на этой дистанции, в этой такой рубке. И вблизи он себя чувствует как бы более комфортно. Вот удар по печени уже не один он бьет по животу через локоть. Возможно, выглядит это не так красиво, как когда какие-то там техничные боксеры исполняют, да, там свои сайдстепы, уходят на ногах, очень красиво в стойке. Но пока это очень эффективно в данном бою. И так приносит определенный успех Геннадию. Не так эффективно, но... Не так красиво, но это эффективно. — 30 секунд остается до конца второго раунда. И Малинкин продолжает. Мне очень интересно послушать, что сейчас скажут секунданты Надиру, потому что он абсолютно не выполнил установку на этот раунд. А ведь в перерыве, да, прозвучала фраза: ты отдаешь этот бой. Если да? ты хочешь выиграть этот бой, то тебе нужно идти вперед. Пока я не увидел, что он такой, если он придерживается своей тактики. Вот встречный удар хороший от Малинкина такой получился. Ну давайте послушаем. Я думаю, там будет что-то, какие-то более убедительные слова в этот раз. Видно, он очень много ударов наносит, и, конечно,
это скажется на его функциональном состоянии. Но бесследно не могло, да, пройти. На ринге провел 104 Такое количество ударов, да, он Да. очень много бьет, очень плотный бой. Он является призером спартакиады молодежи России. Энергозатратное, да, занятие. Вот. Конечно, вот 2 раунда так активно работать. Но я думаю, для него это как бы в обычном режиме он работает своим, да, такой темповой. И он к этому готов. Я думаю, что как раз таки этой минуты ему хватит, чтобы восстановиться. Но мы посмотрим, он очень плотно висит. И помимо того, что он постоянно атакует, Третий раунд. я еще раз повторюсь, что он находится в непосредственной близости к своему сопернику, что создает такое эмоциональный накал, эмоциональное напряжение не только на его соперника, но и он сам постоянно в таком напряжении находится. К сожалению, нам не дали послушать, что сказали Загидову Надиру, представляющему Дагестан. Очень интересно было бы послушать. Но вот сейчас посмотрим, как сложится третий раунд. Я думаю, мы сможем, да. Вот Геннадий попадает хорошо с передней руки, боковой удар. 4-5 ударов наносит он за одну атаку. Можно так сказать, что изматывая своего соперника. Я не вижу там каких-то жестких акцентов, но все эти удары такой средней мощности, и он сыпет и сыпет их. Удар снизу хорошо проходит. Брейк, команда брейк. Боксеры должны сделать шаг назад и продолжить боксировать. Опасное движение головой, которое может привести к травме одного из спортсменов. То есть они могут столкнуться головами. Ух ты, удар справа очень четкий был. И мне кажется, если бы он бил посильнее, то это могло бы привести, ну, как минимум, к нокдауну. Но Геннадий не вкладывается в удары, поэтому просто точное попадание. Да, на протяжении всего поединка, да? Да, то есть он, я не вижу в его ударах какой-то мощи там или акцентов таких взрывных. Но он сыпет и сыпет и сыпет, продолжает как бы наносить эти удары. И их набралось уже достаточное количество. Видно, что соперник подустал. Да и сам Геннадий как бы не очень свежо, да, выглядит. Но продолжает наносить удары. Идет вот такой вблизи. Вот мы видим, он наносит удары. Снова поджимает, встречает. 3-4 удара минимум он выбрасывает за одну атаку. Вот еще одно попадание. Еще 25 секунд до конца этого боя. Последние мгновения этого поединка, Вот хорошо да? попал в самый последний момент боя. Но я думаю, что здесь боксер из синего угла одержал победу. Посмотрим, что сейчас, какое решение приняли судьи. Такой очень плотный бой. Ну, здорово, да, провел этот поединок Геннадий Малинкин. Очень большой объем работы выполнил. В этом бою победу одержал боксер с синего угла Геннадий Малинкин, Новосибирская область. Да, вот. В принципе, это логично. На ринг И приглашается даже сам секундант отметил, секундант боксер боксера, 13-го спортсмена боя из красного угла, Данил что победу в Шамсутдинов, таком Челябинская бою область, Артур можно Субханкулов. получить только атакуя соперника, да, но, к Рефери сожалению, боя, установку он своих судья международной секундантов не категории выполнил. Алексей Белинин, город Новосибирск. Да, Сибирский несмотря на федеральный замечания. Вот в этом- хорошее попадание мы еще раз увидели. Я говорю, что если бы Геннадий вкладывался в свои Представляем удары боксера. хоть немного, да, 13-го наверное, боя. бы это В красном был углу как минимум нокдаун. Данил Все очень четкое, Шамсутдинов, хорошее попадание, Челябинская ровно в область. челюсть. в синем углу Артур Геннадий Субханкулов. в этом поединке Башкортостан. количеством взял, да? Сколько попадает.
я думаю, да, он как бы так... И вот в конце он очень неплохо попал навстречу. Да, ну что ж, дорогие друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после которой продолжим просмотр вечерней программы второго дня чемпионата России. Не переключайтесь.